являюсь руководителем единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив. Верхневилюйск к нам присоединился. Отлично, всех приветствую. Сегодня вы находитесь на вебинаре в режиме Zoom онлайн. С вами будут выходить на связь, вы сейчас видите, Дмитрий Куприянов, Надежда Наговицына, Тамарико Дичковская, наши коллеги, Сардана Григорьева, Леонид Савин. Это все коллеги нашего единого ресурсного центра. Кроме того, у нас есть представители Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям, у нас есть представители технической поддержки, индустрии будущего, да, если я правильно понимаю. У нас 31 участник, уже 32, я всех приветствую. И сейчас я бы вот что хотела попросить, перед тем, как я запущу презентацию, мы будем работать именно по презентации, которую обязательно сохраним, и ссылки мы вам направим, она будет сохранена для того, чтобы нам направить ссылки, ответить на те вопросы, на которые, может быть, мы сразу на ваши поставленные не сможем онлайн ответить. Я сейчас попрошу вот что сделать, в чате написать ваша фамилия, имя, отчество, как вас зовут, название вашей организации, ваш номер телефона и, если хотите, электронную почту. Тогда мы вам отправим по почте не только ссылку на этот семинар, но и последующие, которые будут, для того, чтобы вы успешно подготовились к конкурсу грантов главы. Ну что, я запускаю презентацию, всех приветствую, начинаем работать. Значит, сейчас попробуем сделать на полный экран. Ага. Да. Скажите, да, я прошу в чате все-таки продолжать нашу переписку. Я сейчас ее не вижу, пока у меня включена презентация, поэтому прошу вас быть поактивнее. Это нужно для нас еще и для отчетности, ну и для обратной связи. Значит, уважаемые коллеги, вот наш вебинар, он называется «Вопросы и ответы по участию в конкурсе грантов главы Республики Саха-Якутия». Почему мы начали с этого? Потому что действительно в наш единый ресурсный центр и коллегам, мы знаем, Министерство по делам молодежи поступает очень много вопросов по участию в конкурсе. Вы здесь видите номер телефона администратор Дмитрий, вы его тоже видите. Он у нас в видео. Вы видите нашу почту и наши в соцсетях, наши активности, сайт в том числе. Вот сейчас прошу минуточку внимания для тех, кто только зашел и есть технические какие-то неполадки. Если вы зашли в эфир через компьютер, да, и не слышно, вы не слышите нас, выйдите из эфира, зайдите снова. И при входе нажмите с использованием звука компьютера. Если вы зашли в эфир через телефон и не слышно нас, выйдите из эфира, и перед входом в эфир зайдите в настройки телефона и разрешите приложению Zoom использовать значит, телефона. И во время эфира просим отключить микрофон для того, чтобы мы друг другу, коллеги, не мешали, чтобы посторонние звуки нас не отвлекали. Ну что, мы начинаем. Значит, еще раз дублирую, прошу тех, кто только подключился, написать в чате фамилия, имя, отчество, какую организацию вы представляете, электронную почту и телефон. Это для нас вот принципиально важно, и мы отправим вам ссылку на запись вебинара, а также последующие вебинары. Ну вот примерно вот в таком формате, как вы видите. У нас, да, будут вот такие иногда картинки вставлены, это наши креативные коллеги. И так началось, да, действительно начался конкурс, начался вебинар. Давайте посмотрим наш план. Фактически сегодняшняя наша встреча будет состоять из двух блоков. Первый блок, он будет состоять о конкурсе, нововведения, которые были у нас. И сейчас, если вы уже свои фамилии, имя, отчество, телефоны, свои координаты оставили, я прошу поставить плюсик или крестик
тех, кто когда-либо участвовал в конкурсах региональной поддержки, то есть грантовом или субсидии из бюджета, государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Просто ставьте плюсик. Для нас это тоже будет показатель. Значит, мы поговорим о направлениях конкурса, сроки приема заявок, лимиты грантов по направлениям конкурса, это важно. О бюджете проекта мы поговорим немного, но сегодня в основном такие блоки именно вводные. Я думаю, что мы еще продолжим общение с вами, и там мы по социальному проектированию мы расскажем, где получить информацию, и еще будем встречаться, в том числе по бюджету проекта. Кто может принять участие, требования к участникам, сколько заявок может подать одна организация. Это все те вопросы, которые, коллеги, задаете вы и ваши коллеги. Сроки реализации проекта, необходимые документы, как их собрать в условиях самоизоляции. Дальше Дмитрий расскажет, как зарегистрироваться на портале «Гранты главы». Здесь есть слушатели, которые этот вопрос мне прямо сегодня в WhatsApp задавали. Как форматировать документы в формат PDF без сканера. Это простые лайфхаки. У нас не у всех с вами дома стоят сканеры и все необходимое оборудование, а также ответим на ваши вопросы. Но в конце эфира. Хорошо, я сейчас чат ваш не вижу, потому что у меня открыта презентация. Вот давайте про нововведение. Плюсики поставили, да, те, кто участвовал, те, кто вообще когда-либо участвовал в конкурсах региональных, именно Республики Саха-Якутия. Значит, что у нас нового? Нового у нас то, что принцип одного окна, и это очень здорово. Это здорово, я считаю, потому что у нас было очень много министерств и ведомств, которые выделяли поддержку на региональном уровне социально ориентированным некоммерческим организациям. Сейчас это все в одно окно. То есть собран бюджет общий из всех источников госбюджета республики на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Поэтому и сумма у нас беспрецедентная, более 56 миллионов. Мы вообще впереди планеты всей, на Дальнем Востоке так уж точно. Один уполномоченный орган – это Министерство по делам молодежи, социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Если вы заходили на портал One Click Якутия или на портал, где вы непосредственно регистрируете заявку, да, вот указан этот портал Grants Якутия, вы открывали уже указ и приказ, указ главы Республики Саха-Якутия и приказ министра по делам молодежи. Вот вы увидите, что есть один уполномоченный орган, один пул экспертов, то есть 28 экспертов, они независимы, они абсолютно не видят друг друга, они не будут встречаться очно. Все происходит, и это следующее уже, электронная подача заявок, электронная проверка заявок, и это в условиях пандемии и в тех реалиях, в которых мы оказались, я считаю, это очень здорово и на опережение было сработано. Но по факту, конечно, я бы хотела сказать, что почему такая идея родилась, потому что мы все с вами очень хотим участвовать в фонде президентских грантов, мы хотим научиться привлекать не только муниципальные, региональные, но и федеральные средства. Это детских садов, уважаемых коллег, потому что есть такие конкурсы для учреждений государственных, бюджетных, муниципальных, казенных, да, и для некоммерческих организаций, и для социальных предпринимателей. Сейчас у нас обстановка такая, что мы должны искать дополнительные какие-то средства, дополнительные ресурсы. Значит, вот у нас единый есть сайт, гранты главы и электронную подачу заявок. Напишите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, единичку, те, кто уже из вас сейчас зарегистрировался на этом портале. Для нас будет очень интересно и понятно, да, кто уже у нас начинает вбивать заявку, и проект уже структурирует. Дальше первичная проверка по формальным признакам будет проводиться нашими экспертами единым ресурсным центром поддержки СОНКО. То есть мы проверим наличие всех прикрепленных документов, мы проверим уставную вашу деятельность, мы проверим, кстати, и бюджет в том числе, насколько он соответствует требованиям. Ну и еще есть одно нововведение, дополнительно 5 баллов у нас получают
исполнителей общественно полезных услуг. Это те некоммерческие организации, которые вошли в реестр таких Минюста Российской Федерации. Пока на данный момент мы знаем только одну такую организацию, но я думаю, что их станет больше. И здорово, что наша республика пошла по пути поддержки таких входящих в реестр некоммерческих организаций. Дальше по плану у нас направление конкурса. Вы видите, что их 16. И надо понимать, что эти направления, они сформированы за счет поддержки из всех министерств, как я говорила, ведомств, которые предусмотрели в своих бюджетах выделение средств, субсидий, грантов для поддержки некоммерческих организаций. И у меня вот уже было несколько вопросов, звонят коллеги, хотят пойти, допустим, по направлению деятельности в области культуры, содействия духовному развитию. Они уже знают свои мероприятия, но когда мы попросили отправить их устав и посмотреть их уставную деятельность, мы увидели, что основной целью является оказание консультационных услуг и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. И вот здесь очень большой вопрос. Конечно, я всегда говорю, еще у нас, коллеги, вот сегодня был разговор, всегда важно смотреть еще в контексте. Нельзя сказать, что вы не должны и не имеете права снимать фильм за счет гранта, потому что у вас это не указано в уставе. Очень важно, почему мы по первичным, по формальным признакам будем проверять, нам изучить ваш устав. И если в контексте ваш проект будет по направлению, который не соответствует вашей уставной деятельности, то, конечно, вы не проходите уже заведомо. Если у вас есть вопросы, в конце вы увидите, в начале я сказала, мы еще в конце можем в чате продублировать, или, наверное, Дмитрий укажет, да, еще наши телефоны, вы можете звонить в Министерство по делам молодежи, тоже телефоны указаны, в том числе в приказе министра. Это очень важно, это самый важный шаг. Направление — это именно та отправная точка, по которой мы будем двигаться. Дальше, сроки приема заявок. Вот неспроста вот это вот у нас картинка. Как вы думаете, почему? Потому что мы с вами, особенно общественники, некоммерческие организации, мы что любим с вами делать? Запрыгивать в последний вагон. То есть 21 июня, да, кто-то будет звонить в 9 вечера и говорить: что-то у меня там с бюджетом, проконсультируйте меня, пожалуйста. Конечно, если кто-то, так получилось, форс-мажор, пандемия и так далее, собрать все документы, письма поддержки, собрать всю команду, не так-то просто, но нужно успеть. Если вы не успеваете, если ваша заявка не отправлена и ей не назначен статус «отправлена на экспертизу», то, к сожалению, ваша заявка не будет принята. Это стоит и в наших методических рекомендациях единого ресурсного центра, который разработали представители Министерства по делам молодежи. Давайте посмотрим лимиты грантов по направлениям конкурса, и это очень важно. И неспроста я вот это вам показываю сейчас, вот мы 10 и оставшиеся 6 направлений посмотрим. Почему? Как вы думаете? Кто читал указ и приказ? Давайте плюсики поставим те, кто прочитал всю конкурсную документацию, которая висит на портале. Это тоже очень важно. Почему? Потому что нужно знать те правила игры, это конкурс. Конкурс это можно рассматривать как игра, но игра по-взрослому, и нужно знать правила игры. Если мы изначально это не знаем, не прочитали ни указ, ни приказ, ни методические рекомендации, то, конечно, у нас будет очень много вопросов. В соцсетях, в WhatsApp, я смотрю, задают такие вопросы люди, которые, мне кажется, хотят вначале получить ответы на вопросы, а потом уже будут изучать. Это очень важный момент, да? Попрошу отключить микрофон. Спасибо большое. Спасибо. Так, дальше. Смотрим лимиты, продолжаем. Почему я на этом останавливаюсь, и у нас восклицательный знак? Потому что есть такое правило.
В этом конкурсе предельный размер гранта не может превышать той суммы, запланированной организацией победителя и содержащейся в финансово-экономическом обосновании запрашиваемого гранта. То есть, грубо говоря, превышать лимиты направления вы не можете. Меньше можете, больше нет. Допустим, ваша организация полностью соответствует направлению деятельности в сфере реабилитации, ресоциализации наркопотребителей, да, употребляющих людей. У вас есть лимит 2 миллиона 300. Значит, ваш проект может соответствовать, конечно, если вы на всю республику, если вы действительно имеете партнеров, если вы действительно имеете опыт, вы можете заявляться на всю сумму 2 миллиона 300. Но если ваш проект будет отправлен на сумму 2 миллиона 350 тысяч рублей, вы автоматически отклоняетесь. Ну, есть техническая там такой нюанс, что вы не сможете отправить, но если вдруг вы сможете отправить, тогда наши коллеги вас не допустят до экспертизы, и ваша заявка будет отклонена. Это опять же из правил игры. А дальше, бюджет проекта. И вот это это такая статья в порядке, которая в указе грантов, значит, какие мы расходы, в какой процентовке можем себе позволить. Я бы вот что вам посоветовала. Сегодня не буду я очень подробно на этом останавливаться. Я надеюсь, что Дмитрий или кто-то из коллег в самом конце прикрепит ссылку на наш канал YouTube. Там есть 2 последних вебинара. Мы заключили соглашение о сотрудничестве с Сибирским центром поддержки общественных инициатив. Это Новосибирский ресурсный центр, наши коллеги. Они специально для вас и для нас, и даже для экспертов и координационной комиссии провели уже 2 вебинара. Ссылка будет, и там про бюджет очень подробно. Потому что мы, значит, по этой процентовке мы проводили ряд таких, скажем, консультаций с Министерством по делам молодежи. Сибирский центр смотрел, он тоже изучил всю нашу конкурсную документацию. И были ряд рекомендаций. Могу одно сказать, сегодня был вопрос. Вот у нас, значит, на оплату услуг привлеченных специалистов никак мы в 5% не укладываемся. Нам нужно сделать, ну, допустим, там улучшение, допустим, я не знаю, ландшафтный дизайн, да, улучшение территории муниципалитета, наслега. Вот они хотят такой проект. Мы никак не уложимся в 5%. Вот здесь нужно очень внимательно, да, и есть методические рекомендации к бюджету, но здесь нам нужно всем понимать, что речь идет здесь в основном об оплате услуг привлеченных специалистов, допустим, таких как бухгалтерия, юристы. То есть это вспомогательная некая, да, услуга, которая нужна, техническое какое-то обеспечение проекта. А вот как раз, чтобы построить мостик, чтобы построить вольер для животных бездомных, чтобы привести какого-то, ну, скажем, спикера, лектора и так далее, облагородить территорию, это как раз идет в прямые расходы. И по ГПХ здесь нету, если вы, посмотрите, здесь есть оплата труда штатных работников, но в штат обычно в проекте мало кто берет, и мы обычно оформляем, вот мы в ресурсном центре оформляем срочный трудовой договор на период проекта. Никогда не делайте больше, иначе там очень много рисков, да, возникает, это понятно, но по ГПХ здесь что есть какой-то предел, если вы привлечете методиста, координатора, психолога, логопеда, дефектолога, реабилитолога и так далее. Вот пока так. И очень хорошо и подробно это вы увидите в нашем предыдущем вебинаре. Он у нас размещен. Я вас всех просто, мне кажется, вам будет полезно присоединиться к нашему каналу YouTube. Он так и называется «Единый ресурсный центр поддержки СОНКО Республики Саха-Якутия». Вот здесь много букв читать не буду, здесь как домашнее задание.
За счет предоставленных грантов запрещается осуществлять следующие расходы. Даю подсказку. Это указ. Указ главы республики. Порядок. И там все это перечислено. Сейчас останавливаться, ну, наверное, нету смысла, мы потеряем время, но нужно единственное понимать, что некоммерческая деятельность очень отличается от коммерческой. То есть ни предпринимательские, ни штрафы, ни пени, ни приобретение какого-то крупного недвижимого имущества. Иногда спрашивают родовые общины, можем ли мы бураны приобрести. Нет, бураны мы не можем приобрести, но мы можем приобрести специализированное автотранспорт, допустим, для перевоза людей, которые страдают особенными заболеваниями, например, которым нужно диализ получать, или люди с инвалидностью, с ОВЗ и так далее. Дальше перейдем. Кто может принять участие? Требования. Ну, здесь все понятно. Здесь есть коллеги, которые только планируют зарегистрировать, я так понимаю, да, насколько я понимаю, свои некоммерческие организации. И я бы хотела сразу, чтобы вы здесь, как домашнее задание, необходимо прочитать федеральный закон номер 7 о некоммерческих организациях. И вы сразу поймете, вам подходит эта деятельность или нет. И еще есть закон Республики Саха-Якутия о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Вот в рамках указа все те некоммерческие организации по статье 31.1 ФЗ номер 7, если вы подходите, вы можете принимать участие. Дальше. Кто может принять участие и какие требования? Это нововведение. И здесь я хочу вас попросить, наверное, поставить плюсик, да? Нет, давайте вы напишите сейчас в чате, сколько лет вашей организации. Если она там новенькая, ну, так напишите, что вот свеженькая, новенькая, или столько-то месяцев, год, 5-10. Это очень важно для нас. Также мы проводим исследования, да, потенциала гражданского общества, и всегда очень важно понимать, все-таки, кто победит, новичок или организация с опытом. И мы знаем, что и те бывают такие хорошие проекты, направляют такие эффективные, актуальные, что они бывают конкурентоспособны и, конечно, привлекают средства в виде грантов и субсидий. В этом году в конкурсе могут принять участие СОНКО независимо от даты регистрации. Это впервые. И это здорово. Я поздравляю новичков. Вы сразу же окунетесь в прекрасное плавание, которое называется социальное проектирование. Это творчество. Кто может принять участие? Также требования, они прописаны в том же указе в порядке. Главное, чтобы некоммерческая организация не находилась в процессе ликвидации и реорганизации. Вы будете подписывать такое уведомление. У некоммерческой должны отсутствовать все всевозможные значит, штрафы, пени, проценты и так далее. И нужно понимать, что вы тоже прикрепите, дальше скажу справку с налоговой об этом, что вы не являетесь иностранным юридическим лицом, что вы не получали, это очень важно, в текущем финансовом году из бюджета бюджетной системы РФ, да, а средства, которые с целями и задачами очень похожи с проектом, который вы указываете, и СОНКО, которые на момент подачи заявки у них отсутствует просроченность по возврату субсидий, грантов и так далее. То есть этим реестром владеет Министерство по делам молодежи. Сколько заявок может подать одна организация? И здесь тоже очень много вопросов. И я хочу сразу сказать, что я думаю, что один заявитель вправе представить не более одной заявки на участие каждому конкурсному направлению. И я бы хотела здесь сделать пометочку о том, что если вы как под копирку на 2 направления направите 2 проекта, то вы снимаетесь с конкурса. Это тоже такое условие.
Но вы можете участвовать по результатам конкурса, победителям могут предоставлены гранты на осуществление не более 2 проектов. Это значит, если у вас организация достаточно крупная и ваши цели, они обширные, вы можете пойти по адаптивной физкультуре и параллельно вы можете оказывать услуги другим некоммерческим организациям, у вас 2 разных проекта, и вы абсолютно, ваша команда справится с этим и будет вести раздельное бюджетирование, то тогда вы сможете стать победителем. Это тоже нововведение. Ну вот давайте посмотрим на этого бегущего человечка и напишите, пожалуйста, поставьте плюсик те некоммерческие организации, которые подавали заявки в последний день конкурса. Я могу тоже сейчас поставить плюсик, потому что я очень часто делаю так. Вот честно. Не знаю почему. Да, есть время, да, мы готовимся, да, мы, значит, собираем команду, да, у нас проект может быть уже наполовину готов, но это вот наша какая-то психологическая такая черта, а давайте дотянем, а вдруг еще, а может надо еще проверить, уже глаз замыливается, тогда отдам коллеге, пусть он проверит, это тоже, кстати, хорошо. И мы, как и ресурсный центр, можем сделать экспертизу вашей заявки. Если вы нам доверите, выйдете на нас, и по логину, паролю мы можем войти в заявку, посмотреть и проверить. И мы так делали в фонде президентских грантов. Мало того, мы тоже отправляем наши проекты на проверку нашим коллегам в Москву, Челябинск, Новосибирск. Это всегда очень важно, потому что большой брат, большой друг, он всегда может заметить то, на что мы уже не обращаем внимания. Значит, начало у нас не ранее. Ну вот смотрите, в методических рекомендациях мы нашли 2 позиции, не ранее 1 сентября и не ранее 1 апреля, 1 июля. Но, конечно, логично, что не ранее 1 сентября. Почему? Объясню. Значит, прием заявок июнь, начало экспертизы грубо июль, и подписание, значит, выбор, определение победителя, заседание координационной комиссии, издание, значит, нормативно-правового акта главы, подписание договоров, все это займет весь август. Поэтому коллеги с Министерства по делам молодежи, мы все сошлись с тем, что с 1 сентября идеально, и не более 12 месяцев, то есть год. Ваш проект может быть целый год. Так, следующее. И теперь про документы. Необходимые документы, как их собрать в условиях самоизоляции. Действительно непросто, но возможно. Во-первых, у вас есть вот эти 2 документа. Устав организации и свидетельство о госрегистрации. Вы их просто делаете копии в формате PDF и загружаете на портал. Это несложно. Да, если мы вспомним фонд президентских грантов, нам нужно прикрепить только 1 устав и больше ничего. И это, конечно, здорово. Я думаю, что последующие наши конкурсы, они будут в таком формате. Но сейчас вся нормативно-правовая база для регионов, она обязывает, да, органы власти собирать вот те документы, которые указаны у нас в указе. Вот они, собственно, эти документы: копия выписки из Единого государственного реестра юрлиц, копия справки из налогового органа, подтверждающая об отсутствии просроченной задолженности по налогам и так далее, копия справки из управления Минюста, копия документа, подтверждающего полномочия лица. Значит, это может быть, и скорее всего это у вас есть, это протокол, это приказ, также вы делаете, загружаете на портал в формате PDF. Сейчас по каждой справочке пройдемся. Вот наш коллега, юрист, он предлагает сделать выгрузку Единого государственного реестра через личный кабинет на сайте www.nalog.ru. Вот такая стрелочка: риски бизнеса, проверь себя и контрагента. Вы выбираете, нажимаете, вбиваете ОГРН, свое название, и вы, собственно говоря, делаете выгрузку. Или через ЭЦП. Если у вас есть электронная цифровая подпись, то вы на сайте госуслуги можете получить просто очень много документов. И вообще, конечно, сейчас, я думаю, коллеги вот из АКФы, ресурсный центр Александра присутствуют, не даст соврать, что
Мне кажется, можно обращаться к ним. Я знаю, что вот у нас уже пользователи и участники потенциальные обращались, потому что с ЦЦП, конечно, проще. Это один способ. А в смысле, это вот такой способ. Конечно, ваш бухгалтер может запросить это все в налоговой, и это все делается сейчас мгновенно также через каналы связи. Теперь следующее. Как получить копию справки из налоговой, подтверждающей отсутствие просроченности и задолженности по налоговым сборам, платежам бюджеты всех уровней. Вот есть три пути. Это наш бухгалтер посоветовала в бумажном виде с печатью в течение 10 дней. Это можно сделать, но надо понимать, что с 15 июня налоговые открываются. То есть сейчас вы можете просто в ящик положить, а дальше вы уже можете очно получить. Но смотрите, здесь в течение 10 дней с момента подачи заявления. Это может прийти письмом, и это будет долго. По каналам связи, да, по доверенности ваш бухгалтер может в течение 1-3 дней получить онлайн. И также по каналам связи при наличии ЦП в течение от 1 до 3 дней. Вот я прикрепила вот эту справку, и у нас сегодня вышла дискуссия с коллегами, да, и уполномоченного органа, с АКФой мы обсуждали, и даже в Новосибирске я позвонила в обед, потому что мне стало, не только мне интересно, но нам звонят, какую же справку прикреплять. Но пока мы сошлись на том, что вот эта справка, она тоже подходит. Это называется справка об исполнении налогоплательщика, да, обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пений, штрафов, процентов. И здесь, грубо говоря, есть такой момент, как просто не имеет. Этого достаточно на А4, формат А4. Есть справка, которая по расчетам именно. И мы с вами такие справки получали. Это целая табличка, это все пени, да, это там с минусами, с плюсами. Кто не бухгалтер, сложно ориентироваться. И такая справка есть. И мы пока пришли к тому, да, с коллегами по делам молодежи, Министерство по делам молодежи, что и та справка тоже будет пригодна. Но есть, допустим, в налоговой региональная такая справка у Новосибирска, где просто вот ровно как запрос здесь сформулирован, справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие, то есть она подтверждает отсутствие, все. Вот такая справка есть в Новосибирске. Не знаю, может, коллеги, вы знаете и поделитесь, напишите в чате, кто знает, какая есть справка об отсутствии задолженности еще, но пока на данный момент принимают эти все. Значит, информирует Федеральная налоговая служба. Важное сообщение. С 15 июня открывает налоговые инспекции для личного приема по предварительной записи, поэтому нужно созваниваться. А как записаться? 8 800 222 22 22. Вот такой номер есть. И напоминаем, что практически любую услугу можно получить онлайн, более 50 онлайн-сервисов на сайте налог.ру, в мобильных приложениях и так далее. То есть мы с вами все должны, так или иначе, должны перейти, да, на онлайн. Все-таки ножками ходить, наверное, мы уже все реже и реже будем в различные такие как налоговая, Минюст и другие учреждения за справками. Дальше, очень хорошую нам тоже новость подсказали коллеги из управления Минюста РФ по Республике Саха-Якутия, как нам получить вот эту справку о соблюдении всех требований законодательства и целей, предусмотренных учредительными документами, а также подтверждающие ненахождение заявителя в состоянии ликвидации или реорганизации на дату подачи заявки. Можно просто написать письмо о требовании справки, вот прямо ее указать ровно как в указе, в произвольной форме, на бланке, поставьте подпись, отправьте вот по этой электронной почте. Либо оставьте письмо, это для города Якутска, в почтовом ящике управления Минюста. Кто знает, где находится целевой фонд будущих поколений, Газпром, вот там же находится Минюст, по адресу город Якутск, улица Амосова, 18, первый этаж.
возле лифта со стороны «Газпрома» висит ящик, и туда можно положить этот запрос. Но просьба, чтобы запрос не пролежал долго, нужно указать, на какую дату вам эта справка нужна. И коллеги из Минюста пойдут навстречу и постараются это сделать вам в срок, для того, чтобы вы успели подать заявку. Ну вот контакты, реквизиты управления Минюста, вы видите телефоны, опять же почта, есть интернет-сайт. И теперь я попрошу плюсик поставить тех, кто уже начал сбор документов, и все у них хорошо. А минус — это вы поставите те, кто начал сбор документов, и у них есть проблематика. Можете рядышком поставить телефон, тогда мы перезвоним или наши коллеги. Ну, собственно говоря, насколько я понимаю, Дмитрий, моя часть заканчивается, да? Да-да, сейчас, собственно, моя часть выступления. Так, Да, э, я выхожу. пожалуйста, демонстрацию можете выключить. Я сейчас включаю свою. Так, надеюсь, всем все видно. Видно. Ольга Анатольевна, на правах человека с включенным микрофоном. Видно, да, все? Да, я вижу, да, теперь вижу полностью. Отключаю свой микрофон, спасибо. Ага, Дмитрий хорошо. Куприянов, наш администратор, эксперт, аналитик Да. ресурсного центра. Вот. Всем еще раз добрый день. Очень рад, что очень многие откликнулись, подключились. Это значит, что вы все заинтересованы в том, чтобы хорошо написать свой проект и, соответственно, сделать доброе дело во имя, как говорится, наших жителей, во имя общества. Здесь на слайде вы видите, собственно, 10-й вопрос. Регистрация на портале гранта главы республики. Очень много вопросов поступает нам с момента, вот, собственно, старта этого конкурса, и они все касаются в основном именно регистрации. Поэтому мы решили этот вопрос включить. То есть, смотрите, у нас есть сайт Grants Якутия Клик, куда вы входите. Можно, в принципе, вбить в Гугле в поисковике эту поисковую ссылку, можете через OneClick Якутия зайти. В принципе, вариантов поиска данного сайта достаточно много, и у вас не будет особых проблем, я так понимаю. Здесь вы на самом сайте, здесь вы видите, в прикрепленных картинках есть кнопка «Войти». Нажимая кнопку «Войти», вы можете, собственно, у вас есть два варианта. Если вы ранее не регистрировались, собственно, вы нажимаете кнопку «Зарегистрируйтесь», где, собственно, вводите по стрелочкам вниз, вы можете увидеть, как раз вводите следующие данные. Эти данные введены чисто для примера, вводить их, я думаю, в принципе, вы не будете, вы люди у нас взрослые, умные все, введете свои данные, это просто для примера. Потом, собственно, на вашу почту придет, на указанную вами почту придет сообщение, техническое сообщение о подтверждении регистрации вашего аккаунта. Там надо будет пройти по ссылке, и, соответственно, после этого ваш аккаунт будет зарегистрирован и, соответственно, будет действителен. Если вы этого не сделаете, если вы не перейдете на почту и не подтвердите свою регистрацию, то, соответственно, и аккаунт ваш не будет далее работать. Вот. Тут у меня так. При наличии каких-либо вопросов касательно именно самого сайта, по заполнению, по прикреплению документов или же по удалению некоторых материалов, вы можете позвонить в техническую поддержку сайта. Номера вы увидите на своих экранах. Э, Почему мы рекомендуем звонить именно в саму техническую поддержку? Вы можете позвонить нам, но, соответственно, мы будем вас все равно отсылать именно к ним. Поэтому для того, чтобы связь была прямая, вы можете позвонить непосредственно тех специалистам, техническую поддержку данного сайта, и они непосредственно вместе с вами решат данный вопрос. И в условиях экономии времени, я считаю, будет корректнее, во всяком случае, связываться именно с ними. То есть не смогли
изменить календарь, звоните в техническую поддержку. Если бюджет ваш не утверждается, звоните в техническую поддержку. Если вы что-то внесли неправильно и вам это надо изменить, но у вас самих нет к этому доступа, звоните в техническую поддержку. Если вы сомневаетесь в чем-то по заполнению, или же вам какие-то определенные пункты непонятны, или же вы некорректно э, осмысливаете некоторые э, пункты, вы можете позвонить нам в единый ресурсный центр, и тогда мы сможем вам помочь. Но именно по техническим вопросам желательно все-таки звонить именно им. Э, Следующий вопрос – это именно форматирование документов в формат PDF. Как вы все заметили, все документы, принимаемые и используемые для конкурса, они требуются именно в формате PDF. Формат PDF интересен не только грантооператорам и нам, это в первую очередь заинтересованность именно вас для того, чтобы сохранять оригинальность и минимализировать риски копирования ваших данных. То есть это сохранение интеллектуальной собственности. Вот у кого-то микрофон включен. Товарищи, пожалуйста, давайте мы микрофон выключим. Вот, то есть, как я уже сказал, это сохранение интеллектуальной собственности, и поэтому и вы, и мы заинтересованы в том, чтобы ваши работы оставались именно вашей собственностью, поэтому надо переводить их в PDF. Существует несколько методов. Самые простые, самые действенные – это перевод документов непосредственно через функцию «Сохранить как». То есть вы нажимаете кнопку «Главное», у других версий это может быть команда «Файл», нажимаете «Сохранить как», и в вышедшем экране командной строки в строке тип файла выбираете PDF. Чем интересен именно и полезен именно такой вот метод сохранения? Во-первых, документ становится меньшего объема. Как вы знаете, ваш документ не должен превышать более 50 мегабайт. Если он будет превышать, соответственно, он не будет загружаться. А именно таким методом вы можете загружать большие объемные презентации и презентационные материалы с небольшим количеством объема памяти. Иные документы, которых необходимо отсканировать, это, то есть, получается, документы с вашей подписью, все-таки придется сканировать. Тут уже как бы нельзя обходить сканер и технические возможности МФУ, и мы рекомендуем вам использовать либо приложение Fine Reader, достаточно удобное и бесплатная программа, которая доступна в интернете, можете скачать и использовать. И также вы можете использовать программное обеспечение вашего МФУ. Они достаточно, ну, в современное время достаточно имеют большие функциональные возможности, и они имеют возможности как раз-таки потокового сканирования документов. То есть это будет не по одному файлу один документ, одна страница, один PDF-документ, а несколько. Также вы можете использовать, ввести в интернет-поисковике, конвертировать в Word в PDF, и в результатах поисков у вас появятся различные программные утилиты и сайты в интернете, где можно легко прикрепить любой файл, то есть картинку перевести в PDF, Word документ перевести в PDF, и также наоборот из PDF вы можете легко переформатировать в стандарты Word. Ну и, собственно, немного завершая, как бы вы можете увидеть картинку, мы хотели этим сказать, чтобы тот, кто информирован, тот и вооружен. Кто знает информацию, тот, собственно, имеет большие шансы. То есть, когда вы будете, собственно, шарить именно в том, как из чего состоят технические моменты самого сайта и самих заявок, то, соответственно, именно тогда у вас есть большие шансы победить и сделать общественно полезные действия. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы. Просим писать вопросы в чате, и наши эксперты могут вам ответить на ваши интересующие вопросы. Так. Если у вас есть вопросы, вы можете
включить микрофон и задать, или же написать в чате, кому э, как удобнее. Так, я сейчас для вас э, отправляю контактные данные, по которым вы сможете связаться по интересующим вас вопросам. Да, это в чате контактные данные, коллеги, можете оттуда себе списать. Ну, уже поступило 2 вопроса, Дмитрий. Ну, в принципе, Сарданова попыталась, уже ответила. Можно ли отсканировать с помощью телефона? Есть вопрос. Есть Да, комментарии? с телефона, в принципе, это возможно. Вам надо будет скачать, соответственно, соответствующие программные утилиты. У айфонов это изначально продумано было, они есть. В новых версиях андроидов свежих тоже есть свои программные обеспечения. Их великое множество. Тут уже зависит от того, на какую именно программу у вас пойдет взгляд и, как говорится, вкус. Если у вас есть необходимый именно запрос в том, чтобы сделать отдельную презентацию по отдельным программам со всеми плюсами и минусами, вы можете об этом также написать тут в чате, и тогда наши специалисты, в частности, IT-специалисты, смогут вам ну, мы вместе с нашими IT-специалистами, точнее, сможем сделать отдельный вебинар именно по части сканирования документов, части перевода документов и какие программные обеспечения, на каких мощностях, скажем так, на каких программных обеспечениях это можно будет сделать. Так, вопрос еще ранее. Спасибо, Дмитрий. А можно ли отправить нам на проверку? Да, как я сказала, вы можете отправить... Ну, я хочу сказать, что наши коллеги из арктических улусов, мы отправили им шаблоны. Они сейчас... Там очень медленный интернет, мы знаем это. И практически во всех 13 районах, ну, не во всех, но во многих 13. И они сейчас заполняют заявку в Word и отправляют нам на проверку. Таким способом можно отправить, а можно, вот, если вы доверите нам, что нашим экспертам, мы можем проверить, посмотреть уже готовую перед тем, как вы отправите. Так, еще вот вопрос. Презентацию проекта можно оформить в формате PDF? Вопрос такой. Да, обязательно. Так вы, собственно, и сохраните интеллектуальную собственность проекта, и, соответственно, вы подпадаете как раз-таки под требования именно самого сайта. То есть технический сайт принимает только документы формата PDF. PowerPoint, если вы делаете на нем, там тоже есть такая функция «Сохранить как» и сохранить в формате PDF. Если нет, собственно, сайта НКО, то какой сайт указываем в заявке? Ну, здесь я попытаюсь ответить на этот вопрос. Вот смотрите, если вы молодая организация, то понятно, что и сайта у вас нет, да? Если ваша организация включает всего в целевую группу несколько человек, там, в небольшом наследии, то понятно, что содержать домен, хостинг, все это накладно и не очень, наверное, сейчас эффективно. Хотя на самом деле есть такой критерий оценки у экспертов. Это, конечно, опыт, да, и открытость, доступность информации. Поэтому вообще некоммерческая организация отличается от коммерческой тем, что тогда, если у вас нет сайта, вы, конечно, не должны поставить сайт администрации Наслега, если там не высвечивается ваш баннер, например. Вы можете попросить администрацию УЛУСа Наслега разместить ваш баннер и, может быть, страничку на ваше НКО. Еще, кроме сайта, есть соцсети. И я бы здесь хотела обратить внимание, мы очень ясно видим, что Иванов Иван Иванович очень часто выдает свою соцсеть за сеть, допустим, некоммерческой организации «Солнышко». Так не бывает. У Иванова Ивана Ивановича свой аккаунт,
а у «Солнышка» некоммерческой организации должен появиться свой. И знаете, вот наши коллеги Челябинск, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, а крупные, конечно, где есть SMM-менеджеры, некоммерческие организации, у них утро начинается с того, что коллеги пьют чай, а SMM-менеджер начинает с того, что он в соцсетях постит новости, какие-то дополняет услуги, лайкает своих коллег, коллеги лайкают его и так далее. То есть если эксперт зайдет на ваш сайт, а он нулевой и открыт вчера, и там не залито никакой информации, мы не знаем, кому вы помогаете, кого спасли, какой опыт и так далее, нету смысла, потому что мы, кстати, как администрирование на первом этапе, мы даже на сайте ваши будем заходить. Поэтому если нет, ну так нет, это не возбраняется, особенно если это молодая некоммерческая организация. Но соцсети нужно зарегистрировать и начать уже там движение. А таким образом о вас узнает целевая группа и начнет к вам обращаться. Еще вопросы? Источником ресурсного обеспечения может быть благотворительный фонд. Вот здесь у меня вопрос, благотворительный фонд, он является заявителем в конкурсе, или вы привлекаете другой благотворительный фонд, ваши партнеры, которые вам предоставят ресурсы? Тогда нужно письмо поддержки. Да? Вот прямо письмо поддержки, где не то, что, вот, допустим, возьмем фонд «Солнышко», великолепный и хороший, а мы действительно, как благотворительный фонд, поддерживаем проект и готовы обеспечить финансовую, консультационную, методическую, организационную или другую поддержку в рамках проекта. У нас общественный фонд. Ну, конечно, вы свои источники можете показывать. Почему нет? Что общественный фонд, что благотворительный. Главное, чтобы у вас было. И речь идет о софинансировании сейчас вопрос, источником ресурсного обеспечения. Кстати, тоже момент. В указе вы не найдете такой статьи, что обязательным условием участия является софинансирование. Но в методических рекомендациях мы видим, что все-таки в бюджете софинансирование необходимо указать, и это тоже один из критериев. Вы увидите, эти критерии размещены в порядке для экспертов. Поэтому важно, чтобы софинансирование было, но это не обязательное условие. А если организация местная, общественная, организация клуб, национальное творчество, то пока мы не участвуем, да, так как мы не СОНКО, да нет же вы СОНКО, самое что ни на есть настоящая некоммерческая организация. Вячеслав, прокомментируйте, пожалуйста, общественная организация, клуб. Вы зарегистрированы юридически. Если вы зарегистрированы юридически, у вас есть устав, у вас есть свидетельство о регистрации, да, у вас есть приказ или, значит, протокол о назначении руководителя, то вы можете участвовать. Если вы общественная организация, которая еще не зарегистрирована, то нет, инициативные группы и граждане не могут принимать участие в конкурсе пока. Пока такого нет. Что подразумевается собственный вклад в критериях оценки? Давайте, Слава, да, хотите прокомментировать? Пару слов. Да, Чуть добавлю. погромче слова. Угу. Раз, слышно? Да, слышно. Да-да-да. Хорошо слышно. Ага. Пару слов добавлю по поводу, являемся ли мы СОНКО и имеем ли право участвовать в конкурсе. Так как было уже сказано в презентации, все некоммерческие организации, независимо, когда они были созданы, от срока их создания, имеют право участвовать в данном конкурсе, да, главы Грант Илтерхана, если они соответствуют статье 31.1, их цели создания соответствуют статье 31.1 Федерального закона номер 7 и Республиканского закона, статья там 5, кажется. То есть вы смотрите по уставу вашу цель создания, виды деятельности, если те виды деятельности и цель соответствуют законам, то вы являетесь автоматически социально ориентированной коммерческой организацией и полное право имеете участвовать в данном гранте. Спасибо, Вячеслав. Спасибо. Это наш юрист. Обращайтесь.
А я думаю, что многие его знают, он помогал регистрировать не одну некоммерческую организацию в республике. Следующий вопрос: что подразумевается собственный вклад в критериях оценки проекта? Это как раз софинансирование, это про ресурсы, финансовые ресурсы, человеческие ресурсы, команду вы вбиваете, опыт, да, вашей команды, руководителя, ресурсы, там есть, когда поле организация-заявитель, там есть такое, ваши ресурсы, допустим, помещение, различное компьютерное оборудование, вы можете указать литературу, вы можете указать, что вы там на аренде, безвозмездном пользовании и так далее. То есть, что у вас имеется, да, какой вклад вы вносите в этот проект. Это очень важно. Волонтеры – это тоже вклад. Человеческий ресурс, технологический, административный. Вот как раз письма поддержки – это тоже. Это ваши партнеры. Дальше, дальнейшая реализация проекта, на какие средства. Вот когда речь идет о дальнейшей реализации проекта, здесь мы немного включаем фантазию, мы становимся фантазерами и представляем себе, в случае успеха вы выиграли, допустим, 1 000 000 рублей, вы реализовали проект. Но я хочу сказать, если проект действительно эффективный и актуальный, он не заканчивается. Вот у нас есть проект выпускникам детских домов, допустим, у фонда «Семья для ребенка» с 2014 года. Мы не можем остановиться. Этот проект, он продолжается. Если раньше это был проект, где мы просто встречались, оказывали психологические услуги выпускникам детских домов, он вырос в наставнический центр. Да? У нас появилось дополнительное финансирование от фонда Тимченко. Нас стал поддерживать Алмаз-Регионбанк. Здесь включаем функцию турбофантазер, я бы так сказала. И вообще социальное проектирование, я заметила, вот очень хорошо дается педагогам, людям творческой профессии, тем, кто умеет чуть-чуть мечтать, изобретать, и творческим типам, психологическим. А вот людям из коммерческой или вот прямо финансист, экономист, прямо видно, что очень сложно. А как это я буду писать, что это там будет, да, если по факту, может быть, это не будет. Но здесь мы только фантазируем. Дальше, если у организации задолженность пеня 9,14 рублей, может ли участвовать в конкурсе? Надо постараться погасить. Вы сможете погасить? Надо постараться погасить. В прошлом году наша организация слетела с конкурса из-за того, что налоговая абсолютно... Мы потом жалобу писали, у нас была жалоба на налоговую, у нас был ответ, и налоговая признала свою ошибку, и как раз это были пени и штрафы, и они у нас сняли со счета, а потом, когда мы разобрались, прошло 3 месяца, и мы узнали, что это было необоснованно. Такое тоже бывает. А за пеней уследить вообще невозможно, согласитесь, коллеги? Как можно знать, что там 9 рублей? Давайте вы попробуйте погасить, потому что это будет считаться задолженностью, конечно. Там таких рамок нет, что, допустим, до 3000, да, задолженности. Мы не видим такое в рекомендациях и в указе. Дальше, как указать вид поддержки партнеров, если партнер дает бесплатное обучение в автошколе или специалист правом обучения приходит обучать своим материалам консультативное, а это письмо поддержки. Они должны на своем бланке за подписью руководителя написать это письмо. Им некогда писать эти письма. Помогите им, составьте за них. Дайте им образец, шаблон, они просто вставят и подпишут и прикрепят. И некоммерческая организация, учредителем которой является администрация района, может ли принять участие? Вячеслав, я прошу прокомментировать, но это получается уже некоммерческая, но давайте будем ее называть уже государственная организация. Да? Так, Вячеслав. хороший вопрос, да. В соответствии с указом, который утвердил порядок, таких критерий указано не было, что не может участвовать некоммерческая организация, учредителем которой выступила либо какое-нибудь министерство от государства, либо администрация района. Этот вопрос лучше, наверное, надо уточнить. И Аргунов Джилустан, и мы вам отдельно ответим. Да, пожалуйста, Аргунов Джилустан, пожалуйста, можете оставить тут свои контактные данные, если вы этого ранее не делали.
И мы с вами обязательно свяжемся, мы записываем все ваши вопросы, обсудим эти моменты с Министерством молодежи, которые являются непосредственно грантоператорами, и потом уже вам в индивидуальном порядке ответим на Вот этот вопрос. смотрите, у меня есть пример. Фонд президентских грантов не допускает к участию некоммерческие организации, где руководителями или даже в составах совета, да, попечительского совета входят государственные или муниципальные служащие. Это по Гражданскому кодексу уже организация, по факту, она не будет называться некоммерческой и негосударственной или неправительственной. Она будет называться, да, некоммерческой, но государственной. Но в конкурсах Республики Саха-Якутия, например, мог принимать участие целевой фонд будущего поколения, учредителем которого является орган исполнительной власти, да, республики. Так что, да, нам нужен ваш... спасибо, что вы оставили, есть координаты, мы вам ответим. Очень хороший вопрос. Дальше, справка с налоговой об отсутствии задолженности, какой срок имеет. Мы консультировались с юристом Министерства по делам молодежи на тот месяц, месяц подачи заявки. То есть, если вы подаете в июне, ну, понятно, что уже в июне, могу сказать, что еще пока заявок у нас не было в мае, да, значит, у вас налоговая должна быть июньская справка, да, ну вот, свеженькая. И, ну, по крайней мере, так было нам отвечено. Записали контакты, спасибо, это Надежда Моисеевна, наш координатор. Значит, вы все оставили свои телефоны, свои координаты, чтобы мы на вас вышли. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Может быть, последний слайд покажем? Да, получается, следующий вебинар у нас состоится 10 июня, это получается в среду в 14:30, также по якутскому времени. Там мы с вами подробно поговорим, как заполнить заявку на портале, и, соответственно, если вы подключились в эфир чуть позже, то просим оставить следующую информацию. Это ваша фамилия, имя, отчество, какую организацию вы представляете, вашу электронную почту и телефон. Мы вам отправим ссылку на запись вебинара и презентацию, а также ссылку на последующие вебинары по участию в конкурсе. Это вы можете сделать у себя в чате. Наши специалисты все запишут и вам отправят в максимально короткое время. И если у вас вопросов более не имеется, или же вы еще думаете, то мы вам пока предоставляем следующую информацию. По поручению правительства Республики Саха-Якутия Единый ресурсный центр поддержки СОНКО проводит исследование потенциала гражданского общества республики. Это исследование позволит нам определить актуальное состояние некоммерческого сектора, его проблемных зонах, о поддержке ресурсов, в которых нуждаются некоммерческие организации, также вовлечении населения в деятельность НКО и готовности в активном участии в гражданских инициативах. Мы все вас призываем принять активное участие в этом исследовании, потому что именно от ваших ответов зависит потенциал гражданского общества нашей республики. И, соответственно, будущее наше, как бы это высокопарно ни звучало, зависит именно... Будущее гражданского общества республики, я уточнюсь, зависит именно от ваших ответов. А ссылочку мы куда отправим? Мы отправим нашим коллегам, да, каждому, чтобы запомнили, Да, правильно? мы отправим все это по почте, по указанным, которые На написали тут в телефоны и чате. на почты. Можно все это сделать онлайн, не надо никакие бумажки заполнять, все это в google.com. Здесь еще вопросик очень хороший. Может быть, мы попросим прокомментировать коллег из Министерства по делам молодежи. У нас же есть кто-то присоединился, справка от Да, к нам налоговой. присоединилась Сардана Верховская, специалист Министерства молодежи. Сардана, вы же с нами, да, сейчас? Да, какой вопрос был? Справка от Не вижу. налоговой от 27 мая уже не действительно, ну вот логично, что она действительна. Может быть, надо определить уполномоченному органу какой-то временной, вот, допустим, в течение 10 дней или 15 дней там на момент подачи. А Она заявку действительно? подавать когда собираются? 27 мая, это же совсем свежая справка, конечно. Да. Думаю, Ну, мы его... принимаете?
Тогда принимаете. Скорее всего, да, будем принимать. Я думаю, что вот момент подачи у нас начался с какого? С 23 мая, правильно? По 21 июня. Да, Мне кажется, надо дать нашим коллегам вот эту возможность 23 мая по 21 июня, ровно вот этот точно да. промежуток. Давайте мы так договоримся и поставим в известность тогда руководство, что вот именно так. Может Что быть, методические справки будут рекомендации действительно мы это полученные за этот промежуток. Ага. Мгм. Так, ссылка на исследование. Но мы еще будем отправлять вам на Да. телефоны, мы вас еще замучаем. Так что Да. услуга за услугу, это очень важно, да, потому что, вот те меры поддержки некоммерческих организаций, мы сейчас говорим о финансовых мерах поддержки, на самом деле сейчас же на уровне правительства РФ идет очень мощное обсуждение дополнительных мер поддержки СОНКО, особенно тех, кто пострадал от пандемии. И я считаю, что нам нужно знать ответы на ваши вопросы, чтобы очень быстро среагировать. И вот эти запросы это исследование будет лежать на столе в правительстве, мы отправим обязательно главе Республики Саха-Якутия. И все ваши чаяния, беды, победы, если вы укажете, мы все это тоже представим. Поэтому это не для просто чтобы отчитаться и забыть. Это для нашего общего блага и для разработки в будущем мер поддержки, конечно, СОНКО, которые должны быть в дополнение к финансовым ресурсам. Мгм. Так, я там еще раз продублировал контактные данные. Там у нас указаны все номера, ссылка на YouTube-канал. Также вы у себя на экране можете видеть наш номер телефона, номер администратора меня. Можете звонить в рабочее время, в рабочие дни. Я вам обязательно отвечу. Также вы можете написать письмо на нашу почту resursenko@gmail.com. Ну и также вы можете ознакомиться с интересующей вас информацией по поводу конкурсов, грантов или же новостей в области НКО по сайту fondsemya.ru или же в инстаграме Фонд Семья. Также вы можете найти информацию в инстаграм канале НКО Якутии, который я, собственно, не указал, но вы, скорее всего, все знаете. Ну что, спасибо большое за участие. Ваши вопросы были очень важны для нас. Видите, параллельно еще, отвечая на ваши вопросы, формируется вплоть до методических рекомендаций. Нужно понимать, что это первый конкурс. Я думаю, что все пройдет хорошо. Всем желаю удачи в разработке проекта, удачи в конкурсе, побед. Болею за многих, вижу коллег, которые участвуют много-много раз. Очень хочу, чтобы мотивация появилась у новичков, они не боялись. И, конечно, социальные проекты, их основная цель – это улучшить качество жизни, решить социальные, экологические проблемы, повысить качество жизни, помочь людям в трудной жизненной ситуации, в условиях пандемии и так далее. Поэтому это благородное дело, я вас всех хочу настроить на позитив. Спасибо вам большое. Приходите на наш канал и на наши вебинары. До свидания, всего доброго.